уважаемые кызылчане и гости столицы! Сегодня Республика Тыва и город Кызыл, перелистывая еще одну знаменательную страницу в своей истории, воздает должное одному из своих славных государственных и политических деятелей и открывает памятник основателя тувинской государственности Мангуша Буян-Бадыргы. Народ республики долго ждал этого момента. Вопрос строительства памятника Мангушу Буян-Бадыргы обсуждался давно. И в 2011 году по инициативе главы Республики Тыва началась активная фаза воплощения этой идеи. Необходимо отметить, что памятник Мангушу Буян-Бадыргы создан на деньги, пожертвованные народом Республики Тыва. И создан памятник по эскизу первого скульптора Тувы, заслуженного скульптора Российской Федерации Таварищтая Ондара. А молодой скульптор Байза Ондар изготовил макет по этому эскизу. Уважаемые кызылчане и гости столицы, вот и настала торжественная минута снятия покрывала с памятника Мангушу Буян-Бадыргы. Честь и право открытия памятника предоставляется главе Республики Тыва Шалбану Валерьевичу Караолу. Представителю родственников Мангуша Буян-Бадыргы Александре Хаяевне Тонгак. Представителю совсем юного поколения потомков Буян-Бадыргы, ученику 2 класса Мангушу Очуру. Соавтору памятника Мангушу Буян-Бадыргы, скульптору Байза Андару. Сегодня мы все участники поистине незабываемого события. На мой взгляд, оно является одним из ключевых юбилейных мероприятий. Об этом событии мы с гордостью будем рассказывать своим детям и внукам, а они своим. Оно станет еще одним звеном, связующим и скрепляющим разные поколения многонационального тувинского народа. Мы действительно очень ждали этого события. Многого сделали для того, чтобы сегодня отдать дань глубочайшего уважения славному сыну тувинской земли, основателю тувинского государства Мангушу Буян-Бадыргы, навсегда увековечить память об его удивительно созидательной и одновременно трагической судьбе. Мы многое узнали о стремительной, но такой насыщенной жизни Мангуша Буян-Бадыргы. Уже в 16 лет после смерти своего приемного отца он становится его преемником, последним наёном самого большого в Оренхайском крае Таакожуна. А вскоре пришло время революции и больших перемен, когда нужно было решать судьбоносные вопросы. Решать, с кем жить дальше маленькому народу в центре азиатского материка, иногда, чтобы выжить, не быть стертым с лица земли другими более сильными и многочисленными народами. И молодой Буян-Бадыргы выбирает Россию, сильное и дружественное государство, способное защитить и помочь в трудную минуту. Его просьба русскому белому хану о принятии Таакожуна под покровительство России звучит грамотно и очень убедительно, со ссылками на историю прежних взаимоотношений двух народов. Сказалось хорошее образование, которое дал приемному сыну Ноен Хайдып, свободное владение несколькими языками. У Буян-Бадыргы было 2 главных наставника. Известный монгольский лама Уржук Оскал
и русский учитель Шуруку Ряхлов. Возможно, именно поэтому желание найти для своей родной земли сильного и благожелательного покровителя, боль за судьбу своего народа, стремление облегчить его участь порой заставляли молодого Найона колебаться между двумя государствами. Когда произошла февральская революция и положение России стало весьма неопределенным, молодой политик начал искать новое решение. Помощь вновь пришла со стороны России в лице давнего друга Тувы и последовательно сторонника его самоопределения Иннокентия Георгиевича Сафянова. Он сумел убедить Буян-Бадыргы не только в его собственных силах, но и в силах и возможностях народа Тувы идти своим, независимым ни от кого путем. И этот путь был избран на съезде Суббажи, который проходил с 13 по 16 августа 1921 года. И на этом съезде были два руководителя, два сильных лидера, русский Иннокентий Сафянов и тувинский Буян-Бадыргы Монгуш. Они часто не соглашались друг с другом, спорили, отстаивали каждый свои взгляды и убеждения. Однако, в конце концов, они были главным, едины. Необходимости создания первого в истории Уренхайского края независимого самостоятельного государства Республики Тану-Тува, Тувинской Народной Республики. Буян-Бадыргы был избран председателем первого правительства Тувы. Много еще было разных должностей у этого мудрого и красивого человека. Но, сохраняя верность своим духовным корням, он поддержал созыв в марте 28 года Всетувинского буддийского съезда. Был принят закон, который по существу объявил ламаизм государственной религией. Это и стало, по сути, началом заката политической карьеры Мангуша Буян-Бадыргы. 16 октября 1929 года по решению Высшего совета ТНРП Буян-Бадыргы и его соратники были сняты с должностей и исключены из членов ТНРП. Весной 1930 года Буян-Бадыргы был арестован по подозрению контрреволюционной деятельности. Ему предъявили обвинение политической близорукости в том, что он проводил политику, не соответствующую принципам арабской идеологии, ориентировал экономику Тувы на частную собственность. 22 марта 1932 года бывших руководителей ТНР Буян-Бадыргы, Тондука, Шагыра и Бонду без суда и следствия приговорили к высшей мере наказания расстрелу, а 23 марта приговор был приведен в исполнение. Я прошу, дорогие земляки, почтить память Буян-Бадыргы и его соратников минутой молчания. Из прошлого, из тюремных застенков взывает в нашей памяти голос Мангуша Буян-Бадыргы. Его завещание нам: народ мой, клеветой я обесчещен. День уличения лжи наступит непременно. Кровавых тайн разоблачения обязательно придет. Вернут мне имя доброе и честь, и правоту мою восславить будет время. И это время действительно настало. В июле 2007 года указом о политической реабилитации государственных деятелей Тувинской Народной Республики и граждан, подвергнутых политическим репрессиям на ее территории в 1920-30-е годы, Буян-Бадыргы был полностью реабилитирован. Было принято решение возвести в столице республики памятник этому выдающемуся сыну тувинского народа. Такой памятник не просто дань прошлому, он символ будущего. Путеводная звезда для представителей всех народов, живущих в нашей родной Туве. И он важен не только для республики, но и для всей нашей России. Сейчас фондом продолжается сбор средств на памятник Иннокентию Сафянову. Ведется работа над его эскизом. Буян-Бадыргы и Сафянов в 2021 году сумели сделать почти невозможное, объединив исключительно мирными средствами тувинских и русских жителей Уренхайского края
провозгласив Тувинскую Народную Республику, заложить основу тесного союза между Тувинской Народной Республикой и тогдашним Союзом Советских Социалистических Республик. Открытие памятника одному из главных инициаторов принятия Уренхайского края под покровительство России, основателя Тувинской государственности Мангушу Буян-Бадыргы, в дни празднования столетия единения Тувы и России, точно по времени и смыслу, глубоко символично по своему значению.